Верховный суд Якутии вынес приговор в отношении обвиняемого в изнасиловании малолетней. Трагедия произошла осенью прошлого года и вызвала общественный резонанс. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Подробнее Виталий Абрамов. Иван Пилипенко обвиняется в изнасиловании малолетней девочки в районе Залога города Якутска 8 сентября прошлого года. Преступление вызвало широчайший общественный резонанс не только в республике, но и в России. Жители Якутска выходили на митинг с требованием смертной казни. Следствием установлено, что пьяный обвиняемый воспользовался доверием 4-летней девочки и под предлогом показать котенка заманил ее к себе в квартиру, где нанес не менее 2 ударов руками по лицу, отчего девочка потеряла сознание, после чего изнасиловал ее. Следователем был проведен большой объем работы, в том числе назначен и проведен ряд судебных экспертиз, в том числе довольно сложных. Результатом этой работы стали неопровержимые доказательства виновности подсудимого, которые легли в основу обвинительного приговора. На итоговый судебный процесс пришли родные потерпевшей стороны. Педофил стоял спиной к залу и прятал лицо за медицинской маской. Свою вину подсудимый не признал и показал, что не причастен к совершению преступления. Все доказательства сфабрикованы органами следствия и родственниками потерпевшей. В прениях прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы и ограничением свободы сроком на 2 года. Таким образом, приговором Верховного суда Ивану Пилипенко назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск на сумму 1 миллион рублей за моральный ущерб. Родственники девочки довольны решением суда, но вместе с тем говорят, что здоровье маленькой Златы этим не вернешь. Состояние ребенка, значит, у нее, во-первых, падает зрение, давление у нее постоянно, по ночам она продолжает плакать, то есть, не каждый день, конечно, но бывает, и постоянно говорит, мне снятся очень страшные сны. Это не окончательный приговор, так как сегодня прошел суд только первой инстанции, и, скорее всего, обвиняемый воспользуется правом обжалования вердикта в Верховном суде России. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.